темп прироста новых случаев ковид в республике снижается. На этой неделе каждый день в Татарстане выявляли более 230 заразившихся. В ноябре заболеваемость превысила показания октября в 2 раза – почти 7400 случаев. За эту неделю в республике от коронавируса умерли больше 40 жителей. В основном это татарстанцы старше 60 лет. Ситуация остается очень напряженной. И в первую очередь, конечно, по объему заболеваемости и летальности среди лиц старше 60 лет. Очень высокий уровень продолжает регистрироваться. Вакцинация идет не теми темпами, какими бы хотелось. Как отметил Алексей Песошин, в Татарстане созданы все условия для вакцинации. Работают 175 пунктов. Привились больше 2 миллионов человек. Это 67% от взрослого населения. До заветного 80% коллективного иммунитета надо привить еще 380 тысяч татарстанцев. По словам Марины Потяшиной, низкая вакцинация среди работников в сфере обслуживания. Там дозу иммунитета получили меньше половины сотрудников. Догонять надо и студентам, фрилансерам, а также работникам малого бизнеса. В этих категориях самый низкий процент вакцинированных, и с ними нужно еще серьезно поработать. При проверках исполнения постановления об обязательной вакцинации мы видим, что крупные предприятия в большинстве своем исполнили требования по достижению 80% охвата сотрудников вакцинации. Нарушение Роспотребнадзор выявляет на каждом 10-м объекте. Так, владелец кафе в Высокогорском районе и вовсе воспрепятствовал проверке. Материалы сейчас в суде. По словам главного санитарного врача, самые частые нарушения – сомнительные справки о медотводах. На них не указывают сроки, нет печати или документ просто нечитабельный. Марина Потяшина напомнила, до 20 декабря татарстанцы должны переоформить свои медотводы в справке единого образца и с QR-кодом. Хочу обратиться к руководителям организаций с просьбой довести эту информацию до своих сотрудников, направить лиц, имеющих медицинские отводы в бумажном виде, в поликлинику по месту жительства для их переоформления. С 20 декабря при проведении проверок в учет мы будем брать только медотводы с QR-кодами. На совещании напомнили и о новой угрозе извне. В мире распространяется африканский штамм омикрон. В России он пока не зафиксирован. Чтобы так это и оставалось, усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах. Для прибывших в нашу страну из ЮАР, кроме тестирования, надо будет пройти и обязательную 2-недельную изоляцию. Рамиль Галиуллин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.